Обращающая сторона, у вас есть вопросы к представителю Министерства культуры? Да, Пожалуйста. есть. А, вот а, цензура, да? Что мы тут оспариваем сегодня? Она же должна быть осуществлена цензура до распространения аудиовизуальных произведений, по вашему мнению. Как раз таки это не цензура, я хочу пояснить, а ограничение. То есть порядок осуществления проката. Это не цензура. Вот, например, если посмотреть диспозицию статьи 6, то здесь написано, концепция фильма не должна призывать к насильственному изменению и так далее, и так далее. То есть мы говорим, вот это четкие рамки, которые поставил для нас законодатель. Он, получается, до осуществления фильма, для чего это делается? До распространения. Чтобы не вызывать, во-первых, негативное воздействие на население, б, получается, предупредить какие-либо нарушения со стороны прокатчика. То есть, таким образом, мы защищаем население, б, мы защищаем самого прокатчика от наступления уголовно-правовых последствий. Вот и все получается. Вот это и есть превентивность. То есть цель как для прокатчика, так и для населения, так и для государства, потому что мы занимаемся защитой прав и конституционных свобод граждан и людей, которые проживают на территории Кыргызской республики. То есть в целом, да? Вот и все. Вот это основная мысль именно законодателя, которая закладывалась в статье 5 и 6, если конкретно ответить на ваш вопрос. Вот, хотел уточнить, но здесь в законе, оказывается, здесь вот, абзац 2 статьи, да, этой, здесь употребляется термин цензура. Цензура. Тут не употребляется слово ограничение. Да, но... Цензура. То есть вас это вообще не смущает, да, что тут конкретный термин употребляется? Цензура. Да, смотрите, в Неверно каком... ли было законодателю указать, что ограничение аудиовизуальных произведений не допускается, за исключением, и тогда уже было бы понятно. Но тут говорится цензура конкретно. Спасибо за вопрос. Я отвечу как правоприменитель, так как за законодателя я не могу ответить. Как правоприменитель я понимаю так. В этом законе говорят, что цензура не позволяется. Цензура это что? Цензура это злоупотребление отдельными должностными лицами государственных органов или тех лиц, которые принимают решения, если это получается на них возложено. Необоснованное ограничение конституционных прав и свобод. То есть, например, в Конституции написано вот в таких-то случаях, там, порнография, насильственная, государственная безопасность и так далее, да, разжигание войны, там, экстремизм. За исключением этих случаев, например, там, они говорят, вот нам не нравится тот актер, да, например, или, например, нам не нравится эта сцена. Просто потому, что, например, в этой сцене, там, я не знаю, пропагандируют, например, какие-то неправильные вещи, которые нам лично не нравятся, мне, например, не нравится, да? Это и есть цензура. То есть, как я, правоприменитель, это понимаю. А ограничения, это вот те рамки, которые описаны в статье 6, и все, и в самом положении, который более раскрывает. Это для этого, получается, и законодатель указывает, разграничивает, что цензура не позволяется. То есть ты, как правоприменитель, не должен выходить за те рамки, которые указаны статьей 6, и все. Вот и все. Следующий вопрос, вот, по вашему мнению. Вот если следовать пониманию и исполнению норм, которых мы сегодня обсуждаем, соответственно, вот я снял ролик, да? Вроде как адекватный человек понимает, что нету там элемента, не содержит экстремизма, но как законопослушный гражданин, даже понимаю, я адекватный человек, дееспособный, но следуя закону, следую положению, которым руководствуетесь и вы, ваше ведомство, в первую очередь, в соответствии с этим положением, я, так сказать, обезопасить себя и в соответствии с этим положением, требованием, а я должен соблюдать эти требования, потому что это нормативный правовой акт, я должен ролик вам показать, и вы мне должны выдать это прокатное удостоверение. И это должен делать каждый. Верно? Неукоснительно, чтобы соблюдать требования, вот, положения, которым вы руководствуетесь. Верно? Каждый должен, в том числе и я. Уточню вас вопрос. Вы имеете в виду любой ролик или киноролик?
Ну, аудиовизуальное произведение, такой термин. Ну, то есть аудио и видео. Ну, понимаем, что вот ты телефон снял, это тоже, по сути, аудиовизуальное произведение. Я снял и хочу показать там друзьям на встрече одноклассников. Я должен получить у вас прокатное удостоверение. Верно получается? Отвечу на ваш вопрос. Нет. Видеоролики, снятые на смартфоны или, получается, любительское видео, оно не регулируется этим законом. Сам закон называется вот о государственной поддержке кинематографии. То есть кино. Мы регулируем только сферу кино этим законом. Все. Этим законом не регулируется, то есть деятельность размещения видеороликов, да, коротких там на социальных сетях и мессенджерах, которые размещают в сети интернет. Этот закон, он не регулирует этот вопрос. Мы регулируем вопрос только кино, то есть получение прокатного удостоверения для распространения кинофильмов, как документальных, так и художественных фильмов. Все, это вот рамка закона, которым законодатель для нас установил. За рамки мы, получается, выходить не можем. Мы не можем говорить, вот ты снял на телефон этот ролик, ты должен получить прокатное удостоверение. Нет, этого в законе нет, этот закон этот вопрос не регулирует. То есть в самой преамбуле в законе четко указано, что он и регулирует сферу кинематографии. Все. Еще вопросы? Да, пожалуйста. Благодарю за вашу речь. Я думаю, что когда вы внимательно читаете закон Кыргызской Республики о государственной поддержке кинематографии, да, мы находим очень хорошие вещи, например, осуществление прав и свобод граждан, создание и использование произведений киноискусства, значит, создание населению условий для доступа к произведениям кинематографии. И вот эта статья 6, которая дублирует Уголовный кодекс, да, здесь четко написано там, вы уже зачитывали, то-то, 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 да. Как вы думаете, вот, на практике вот, то, что происходит, задержанием незаконных граждан, блогеров и так далее, то есть они влияют вообще на ситуацию с правами и свободами человека в Кыргызстане? Вот эта статья, также она дает повод силовым структурам задерживать творческих людей, например, журналистов, блогеров и так далее. Как вы считаете, это соответствует Конституции Кыргызской Республики и международным обязательствам? В качестве представителя Минкультуры я могу сказать, что относительно задержаний журналистов, блогеров и так далее, и этот вопрос, получается, не по кинематографии идет, получается. Это вот в рамках нарушения тех или иных норм Уголовного кодекса идет вопрос, да, и это, получается, оценку дают правоохранительные органы, в том числе и органы прокуратуры. Относительно, вот, если брать по нашему предмету сегодня вопрос по кинематографии, то таких случаев нету, когда, получается, Министерство культуры поднимало вопрос, что необходимо привлечь кого-то к уголовной ответственности за, получается, снятие того или иного фильма, который в целом нарушает требования закона о государственной поддержке кинематографии. Этот вопрос, он в целом лежит в другой плоскости, да, то есть не связанный с кинематографией. То есть это вопросы, например, снятия тех или иных роликов и так далее. Понятно. Спасибо. Продолжение этого вопроса. Сейчас Кабинет министров Кыргызской Республики и курс, значит, президента и ГКНБ направлен на усиление прав и свобод человека, насколько я знаю, да, идут реформы. Они, может, часто радикальные, но идут реформы, и мы это приветствуем, да, как говорили, по обеспечению информационной безопасности и так далее. Почему? Потому что глобальные изменения мы должны понимать реально. Поэтому речь идет о том, что не дублирует ли Министерство культуры без суда и следствия запреты, используя запреты, используя 6-ю статью широко, неограниченно, необоснованно, приводя к психологическим приравненным пыткам. Например, я могу это доказать, да, в следующий раз. Поэтому речь идет о том, что, как вы считаете, вообще Министерство культуры по духу и по статусу должно заниматься запретами, цензурой? Спасибо. Без суда и следствия запрещать. Отвечу на ваш вопрос. Министерство культуры не занимается цензурой. В положении Министерства культуры, также в законе о культуре, где указаны полномочия Министерства культуры, там нет полномочий, связанных с цензурой. Есть вопросы проведения, реализации и разработки государственной политики в области культуры, кинематографии,
ну и там несколько сфер, если брать. И в целом, если брать, получается, то Министерство культуры в целом выполняет, реализует государственную политику. Конкретно в нашем случае, то в сфере кинематографии. Это вот, как я и, получается, повторюсь еще раз, делается для, во-первых, выполнения своих обязательств как государства, б, получается, защиты нравственности населения, и три, получается, защита самого прокатчика, то есть лиц, субъектов кинематографии, чтобы завтра они не были привлечены к уголовной и иной ответственности за, получается, вот, снятие тех или иных сцен в фильмах, которые содержатся, которые могли бы повлечь за собой уголовную правоответственность. Поэтому в этом отношении Министерство культуры ни в коем случае не дублирует функции правоохранительных органов. Оно выполняет те функции, на которых на них возложены раз Конституцией, б, Конституционным законом о Кабинете министров, и третье, получается, законом о культуре и законом о государственной поддержке кинематографии. В этом отношении это просто реализация государственной политики государства, и все. И последний вопрос. Как вы считаете, как представитель нового Министерства культуры с новой властью, соответствует ли вот духу и мандату, статусу Конституции Кыргызской Республики постановление 2016 года и 6 статьи закона? Ну, само постановление, оно было разработано во исполнении закона о государственной поддержке кинематографии. По нему, получается, Министерство культуры разрабатывали проекты постановлений по приведению его в соответствие. Да, бывали случаи, когда, получается, мы размещали его для общественного обсуждения. Это вызывало определенные недовольства со стороны общественности. И Министерство культуры, учитывая мнение общественности, эти проекты решений Комитета министров приостанавливали его дальнейшее продвижение. Вот яркий случай, проект постановления, вот как раз внесение изменений в это постановление во исполнение закона. Там было, получается, получение прокатного удостоверения на фильмы, которые бы показывались бы на кинофестивалях, ну, имеется в виду на семинарах, тренингах и так далее. Общественность в целом, получается, на это негативно отреагировала. Конкретно, получается, если взять, то Бердыйно Кыргызстан, по-моему, тоже давал свою позицию по этому вопросу. Правая клиника Адилет тоже, получается, давала свою позицию, как и в сети интернет, так и в адрес министерства отправляла. И в дальнейшем, получается, министерство оно приостановило дальнейшее продвижение проекта постановления. Его не внесли в администрацию президента для рассмотрения. То есть в этом отношении Министерство культуры оно проводит мониторинг, оно учитывает мнение общественности. И за рамки, получается, мы стараемся не выходить. Поэтому на данный момент это постановление, оно в целом соответствует. Другой момент, который вы сейчас сегодня озвучили, это соблюдение самого закона. То есть отдельные должностные лица, они могут не соблюдать. В этом случае, конечно, не соблюли. В качестве информации хочу пояснить, Генеральная прокуратура в отношении как раз таки вашей жалобы отправляла представление в адрес Министерства культуры. Министерство культуры поручило департаменту кинематографии как уполномоченному органу рассмотреть вместе с нами, с участием прокурора, это представление, его удовлетворить. Оно было удовлетворено, ответ в адрес Генеральной прокуратуры был отправлен. То есть в этом отношении, например, вопрос соблюдения самого закона идет. Не вопрос именно, что имел в виду законодатель, когда закладывал нормы в статье 5 и статье 6. Вопрос именно как раз таки соблюдения закона. Если, например, отдельные лица не соблюдают, то здесь уже нужно смотреть вопрос привлечения к их ответственности. Начиная от дисциплинарной ответственности, предусмотренной законом о государственной, гражданской и муниципальной службе, заканчивая административной ответственностью, вплоть до уголовной ответственности, если, например, идет злоупотребление там, и так далее, и так далее. Да? Здесь уже, я думаю, органы прокуратуры уже дали правую оценку Кыргызтасмасы и непосредственно департамент кинематографии. Еще вопросы, да. У меня есть вопрос такой. Скажите, пожалуйста, а вы ведете статистику, какие фильмы были запрещены? И еще один вытекающий из этого вопрос. Вы также даете лицензии на зарубежные фильмы? Прокатное удостоверение называется. В целом, получается, статистика, она ведется департаментом кинематографии. И потом, получается, она направляется в адрес министерства и в адрес Национального статистического комитета. В фильмах, количество, получается, фильмов, которым были даны
прокатное удостоверение фильмам, которым было отказано в даче прокатного удостоверения. А относительно зарубежных фильмов, да, они тоже проходят у нас экспертизу и получают прокатное удостоверение. То есть, как и в любых странах, им тоже дается там рейтинг, дается разрешение на прокат в тех или иных, получается, кинотеатрах по всей республике, в том числе и документальные фильмы тоже мы даем разрешение. То есть Министерство культуры. Да, исходя из следующих вопросов у меня. Вот смотрите, вы говорите, что Минкультура, оно не выходит за рамки 6 статьи, правильно, закона? Да, там Да, законодатель там же четкий полностью перечень, вы указал, сказали, четкий определенные рамки есть. И у меня такой вопрос возникает тогда. Скажите мне, пожалуйста, фильмы, которые зарубежные выходят в кинотеатрах, разве там нет сцен насилия и жестокости? Смотрите, насилие, жестокости, там же есть экспертная комиссия же, то есть, получается, уровень жестокости, который получается, ну, там, Допустим. чуть показали там искусственную кровь, там, и тогда я утрирую, да, потому что я Мгм. не специалист в области кинематографии, я не решил, там, не могу там подробно об этом рассказать, Я и не просил. но получается в рамках допустимого, потому что на себя вот эта экспертная комиссия получается, да, кинематография, она на себя берет ответственность, как эксперты. Если она на себя берет ответственность, в принципе, этот фильм допускается. Могут быть, что там допустить какие-либо ошибки, если эти ошибки допускаются, то, конечно, граждане на это могут обратить внимание. В том числе и через соцсети, да, сказать, что в этих фильмах, например, есть сцены там реклама алкоголя, или табачных изделий, или там, не знаю, какие-то более откровенные сексуальные сцены, которые, ну, противоречат ценностям морали нашего общества и закону, в том числе и статьи 6. Тогда, получается, министерство будет реагировать и вносить соответствующие представления в адрес прокатчиков о приостановлении проката того или иного фильма в связи с тем, что у них имеются такие или иные цены. Да? Это уже в рамках тех мер, которые регуляторов, которые для нас установило законодательство. А у меня следующий тогда вопрос вытекает из этого. Вот вы говорите, когда граждане будут, но вы же лицензируете, я так понимаю. Вы же смотрите. Почему вы не можете реагировать первым на это? Я же говорю, министерство на это реагирует, но министерство не само же, получается, напрямую, получается, дает оценку. Для этого есть экспертная комиссия. Для чего экспертная комиссия создается? Потому что там сидят эксперты. То есть эксперты в области кино, в области, получается, правовой сферы, да, которые говорят, что вот это, получается, она соответствует моралям, соответствует, получается, там, требованиям нашего законодательства. И через это, получается, экспертную комиссию уже дальше министерством принимается решение, то есть давать разрешение, то есть прокатного удостоверения, или не давать. И после этого, получается, уже, значит, получается, если комиссия это уже дала, экспертную комиссию, значит, она уже соответствует. Но бывает, что даже после прохождения экспертной комиссии могут возникнуть те или иные вопросы или быть мнения со стороны общественности. И мы, как любой государственный орган, который служит в первую очередь народу Кыргызстана, мы должны реагировать. Даже если экспертная комиссия говорит, да, этот фильм позволяется для проката на территории Кыргызской республики. Мы тогда должны снова, получается, посмотреть, делать повторную экспертизу и уже тогда принимать решение. Но это надо рассматривать индивидуально. То есть единообразия исполнения этого закона нету, правильно? Единообразие есть, но имеется в виду, бывают же разные же случаи, разные кейсы. И каждому кейсу нужно подходить индивидуально. То есть нельзя, например, говорить, вот этот тип фильмов мы всех пропускаем. Этот фильм, те фильмы мы вообще никого не пропускаем. Там. Этот тип фильмов нам вообще не нравится. Например, там, содержащие там, сцены ужаса. Да? Вот. Мне не нравится, все, мы этот тип фильмов вообще не будем в прокат выпускать. Так не пойдет. То есть для этого и экспертная комиссия отдельно, персонально подходит к каждому фильму. Просматривается каждый кадр. И там делаются уже выводы. То есть по каждой сцене. Там. В этой сцене, например, что-то слишком больше, например, сексуальных сцен. Да? Значит, его нельзя там допускать. Там. Его должны или заменить. Там, если невозможно заменить, то пусть, получается, не выпускать его на территории Кыргызской республики. Ну вот вы сейчас сами себе противоречите. Я вас спросил о единообразии, но вы говорите, что вы индивидуально к каждому фильму подходите. Единообразие, оно есть, получается. Единообразие в чем состоит? Одинаковое отношение ко всем прокатчикам. То есть, несмотря вот какая фирма выпускает фильм, да, фильм,
Вот всем одинаковый критерий. Другое дело, получается, по самим ценам фильма. Рамки допустимого, то есть. Да, дорого допустимого. То есть А здесь есть уже надо какая-то индивидуально таблица подходить. рамков этих допустимости этой? В рамках вот она в положении уже утвержденной Шестой. кабинетом министра. Яко. В Все, у рамках, меня нет получается, вопросов. статьи 6, оно там уже указано. Я просто сегодня не стал все зачитывать, но в адрес Конституционного суда я более, получается, подробно это все уже изложил. Спасибо, у меня нет вопросов. Да, пожалуйста. Очень хорошо. Будьте добры. Расскажите, пожалуйста, кто входит в экспертную комиссию, насколько она руководствуется своим этическим кодексом, стандартами, Конституцией Кыргызской Республики? Документы покажите, пожалуйста, или расскажите, где нам почитать это. Ну, в положении, в принципе, указано, что есть комиссия, а сам состав комиссии, получается, он утверждается приказом директора департамента кинематографии. У меня сейчас его нету, честно говоря, потому что сегодня вопрос стоял в целом в соответствии с Конституцией, поэтому сам состав, получается, именно такого приказа сейчас у меня нету. На этот вопрос я сейчас ответить не могу. Еще один вопрос. Вот в составе экспертного совета были ли случаи, когда входили представители национальных институтов по правам человека, как институт омбудсмана, значит, представители Центра против пыток? У вас случаи были, когда они участвовали вот в экспертной комиссии и давали заключение? Ну, в таких случаях я сейчас назвать не могу, потому что в целом туда в основном уходят деятели культуры в эту комиссию, да? Деятели непосредственно кинематографии избирать, то в основном это члены Союза кинематографистов Кыргызской Республики, которые являются узкоспециализированными специалистами в области кино. Они прекрасно осведомлены, получается, на какие моменты нужно обращать внимание при даче экспертной оценки тем или иным кинопроизведениям. И А еще относительно вот привлечения в состав представителей институтов прав человека, то по этому вопросу я вам ответить не могу, потому что конкретный состав сейчас у меня на руках нету, я вам сейчас озвучить не могу. Ну, этого состава нет, уважаемые председатели, уважаемые члены Конституционного суда. Это уже несколько лет продолжается. Это коррупционная схема, которая очень нарушает Конституцию Кыргызской Республики и тяжело отражается на развитии прав и свобод человека в Кыргызстане. Второй момент, я бы очень хотела уточнить, какими стандартами и какими конституционными нормами руководствуются это члены экспертного совета, если они есть. Приведите пример, пожалуйста. Ну, смотрите, если брать по Конституции, да, то в первую очередь эта экспертная комиссия руководствуется нормами относительно того, что государство имеет право ограничивать права и свободы человека, связанные с прохождением военной службы, во время военного положения, чрезвычайного положения, в связи с сохранением и защитой нравственности населения, защитой прав и свобод других граждан и получается, граждан Кыргызской Республики. В целом, получается, каждый член комиссии на себя берет ответственность. Давайте всё. таким образом. Турекан Асаналиевна, не будем здесь превращать, скажем, заседание Конституционного суда, я бы сказал, вопросы-ответы какие-то, заниматься пустословием. Давайте не будем этого, да? По сути, здесь, наверное, больше интересует и вас, в том числе, вопрос о том, каким образом вообще отбираются вот эти члены экспертной комиссии, да? Существуют ли какие-то стандарты, критерии, которым должны отвечать эти претенденты, так? И каковы процедуры, да, которые бы исключали, да, существуют процедуры, которые должны быть установлены министерством для того, чтобы исключать вот какой-то произвол или злоупотребление вот этими лицами, которые выполняют эту функцию. Очень кратко и очень, пожалуйста, вот внятно ответьте, попробуйте на этот вопрос. Конкретных, получается, требований по именно отбору, да, механизма Да. членов экспертной комиссии его нет. То есть, получается, По вашему мнению, они должны быть или нет? они должны быть, но они должны быть утверждены локальными актами самого Хорошо. департамента. Но они есть или нету их?
на этот вопрос сейчас я ответить не могу, уважаемый суд, не располагаю Хорошо. информацией. Дальше. Относительно тех Процедуру, рамок, процедуру да, проведения вот самой экспертизы, скажем экспертизы, так. да, рамок. Рамки, они, в принципе, постановлением правительства они утверждены. Другой вопрос, уважаемый суд, что чтобы именно предотвратить произвол, здесь уже как раз таки идет необходимо строго руководствоваться положением о департаменте кинематографии, который был утвержден Министерством культуры и прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции. Здесь уже получается вопрос именно соблюдения идет, необходимость соблюдения, да, потому что бывают случаи, что должностные лица, отдельные должностные лица, они превышают свои должностные полномочия. Но в Если целом не рамки они есть. Если они не есть. соблюдают, каковы дальнейшие процедуры, которые могут иметь место в министерстве? В министерстве мы, получается, в этом случае поднимаем вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности, так как, например, Кыргызтасмасы находится в номенклатуре департамента кинематографии, то они своим приказом, локальным актом налагают дисциплинарное взыскание на сотрудников Кыргызтасмасы, вплоть до освобождения, то есть могут наложить в рамках законодательства. Это все применить. Есть еще вопросы у вас? Самат Хыштобекович, у вас есть вопросы, представитель министерства? Уточняющий вопрос. Мы сказали вот и положению, да? Там написано межведомственную экспертную комиссию, да? Надо. Я думаю, что межведомственную комиссию, значит, надо выходить все государственные органы. Может, национальная безопасность, может, правоохранительные органы. И, может, уточнить хорошо, вот это тоже. Межведомственная, да, она получается в целом данная комиссия предоставлено право привлекать всех необходимых экспертов, в том числе и из правоохранительных органов. Да? Для чего? Для того, чтобы давать точную правовую оценку тем или иным аудиопроизведениям, потому что деятели кинематографии, они не могут быть одновременно и юристами и давать оценку, да, то есть получается, эта норма противоречит нам Уголовному кодексу. Они могут привлекать в состав межведомственной экспертной комиссии членов именно правоохранительных органов и других государственных органов в случае необходимости. Но привлечены или нет, такой информации я сейчас на данный момент не обладаю. Хорошо. Больше вопросов. Я уже не могу вам предоставить. Вам предоставлялось время, давайте соблюдать стадии и процедуры, которые установлены в Конституционном суде. Хорошо? Вы должны были быть готовы и должны формулировать вопросы в тот момент, когда вам это право предоставляется. Уважаемые коллеги, есть вопросы к представителю министерства? Да, пожалуйста. Вот скажите, пожалуйста, про межведомственную комиссию. В целом, получается, прокатное удостоверение дает департамент кинематографии. И только в случае, если они, просматривая, обнаруживают эти сцены, они направляют в межведомственную комиссию, да? Нет, уважаемый суд, процедура такова. Сначала, получается, она поступает один экземпляр в Кыргызтасмасы. Кыргызтасмасы, он является как секретариат этой межведомственной комиссии, то есть он не сам дает оценку. Он выносит на межведкомиссию, межведкомиссия дает оценку, и после этого дается окончательная оценка в адрес департамента кинематографии. Если положительная оценка, то есть заключение есть у департамента кинематографии, тогда она уже выдает прокатное удостоверение. То есть вы хотите сказать, что каждое кино проходит экспертизу межведомственной экспертной комиссии? Да, проходит, уважаемый суд. То есть не так, как было сказано здесь, да? 3 человека. Ну, департамент. в этом случае, именно в этом, если этот кейс брать, то в этом случае, да, Кыргызтасмасы, он, получается, самолично уже превысил свои должностные полномочия. И это уже было отражено в акте прокурорского реагирования Генеральной прокуратуры. Должностные лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, ответ отправлен в адрес То есть Генеральной действия этих трех должностных лиц, они противоречили тем положениям, которые были утверждены, да? Да, они которые, противоречат, да. здесь, получается, идет злоупотребление уже идет. И последний вопрос тогда. Вот межведомственная комиссия, написано, работает на общественных началах. Да. То есть такой объем фильмов, который как бы выпускается, должен проходить через людей, которые вообще за это не получают как бы ничего. Это вообще качество проведения этой экспертизы Минкультуры как-то контролирует или нет? Ну, Минкультуру это контролирует, уважаемый суд, потому что мы ежегодно делаем анализы по исполнению законов и по применительной практике.
Так как в основном в эту экспертную комиссию входят деятели кинематографии, то есть с того же Союза кинематографистов, то в целом, получается, за качество на данный момент никаких жалоб не было, потому что это в целом хорошие специалисты, Да, всё которые понятно, спасибо. знают свою работу. Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, в начале своего выступления вы сказали по поводу экспертной группы ООН, да? Или это экспертная комиссия ООН, да? Вот более подробно, есть ли у них, подробно расскажите об этой комиссии ООН, и есть ли у них пределы, скажем так, вот этой свободы творчества где-то установлены, если есть какие-то акты этой комиссии? Относительно вот у них есть две комиссии, получается. Вот. Основная вот комиссия, она идет в рамках ООН, то есть секретариата ООН. Это комиссия ООН по международному праву. Это здесь в основном являются члены юристы-международники. Это в основном профессора из известных университетов, Оксфорд, Кембридж, Гарвард и так далее, из разных стран, которые дают официальное толкование международным договорам. Так как законодатели. То есть вот он является международным законодателем, от его имени комиссия ООН дает толкование. Их толкование является абсолютом в этом случае, потому что на них возлагается ответственность. А если брать правоприменительную практику, то есть Совет по правам человека, и в рамках него есть комиссия ООН. Она дает уже по правоприменительной практике, да, то есть как нужно применять. Хорошо. То есть там же тоже есть какие-то пределы свободы творчества установленные, правильно же? Да. То есть они тоже некие акты выпускают по поводу тех же пределов, правильно? Да, ну, комиссия ООН выпускает официально заключительный акт, оно называется заключительное мнение, которое, получается, официально толкует постатейно, да, именно международные договора. А если брать комиссию ООН, то там, получается, они дают заключительное замечание. Это, получается, они в ходе рассмотрения тех или иных жалоб, поступивших от граждан, да, на свои государства, они говорят, правоприменительная практика показывает, что в государствах есть такие-то нарушения, и поэтому государству необходимо руководствоваться такими-то нормами. То здесь уже идет Спасибо. законодательное толкование Всё и правоприменительная практика толкования. Присаживайтесь.